Сотрудники Республиканского дорожного надзора выехали в Усть-Вымский район, проверили, в каком состоянии находятся недавно отремонтированные дороги. Цель выездного обследования – выявить недочеты по содержанию и дефекты, которые подрядчик обязан устранить за свой счет. Какие замечания появились у проверяющих, узнала Ольга Коняева. Автодорогу на подъезде к Микуне ремонтировали всего 4 года назад, но эксперты насчитали уже более 60 ям. Их, конечно, залатали, и претензий у проверяющих к подрядчику вроде бы нет, но все же качество покрытия, по словам ревизоров, не на высоте. Судя по покрытию, именно по асфальтобетонная смесь была некачественная. Тип Б. Тип Б. Да. Возили на дальнее расстояние, и происходила сегрегация смеси. Вот на этих местах и появились вот эти вот ямы, которые они, конечно, за свой счет, но устранили. Это говорит о том, что очень мало лабораторий у нас в Республике Коми. Материалы покрытия еще до укладки должны проходить контроль в дорожно-строительных лабораториях. Таких в Коми всего 14. В идеале должны быть у каждого подрядчика, на каждом объекте и при асфальтобетонных заводах. А вот это уже совсем другое покрытие. На так называемый выравнивающий слой потом уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон. Это одна из последних технологий, которая прижилась в России. Щебеночно-мастичный асфальтобетон – это более прочное и долговечное покрытие, чем горячий плотный асфальт типа «Б». Ингредиенты смеси одни и те же, разница в процентном содержании материалов битума и щебня. Стоимость покрытия из щемла на 40% дороже обычного. Впрочем, затраты окупятся с лихвой. Участок трассы Айкино-Кослан ремонтирует бригады из Княжпогосского района. Гарантия на новое покрытие – 5 лет. Такая же, как и на дешевый асфальт. Но ремонтировать трассу придется значительно реже, уверены подрядчики. Вот видно даже вот полотно, оно отличается, черное полотно, то есть действительно там шима лежит. А асфальт, он год-два, и он начинает стираемость проявляться, то есть он становится белым. Ну, это значит, получается в конечном счете потом вышелучивание асфальта, разрушение его, трещины. Один из примеров – подъезд Кайкина. От поселка Черный Яр до райцентра еще 2 года назад уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Пока ни одной ямы, только поперечные трещины, от которых никуда не деться, говорят эксперты. Теперь такое покрытие будет до самого Вагваздина. Айкино соединится с Вагваздино нормальной дорогой. В течение 2 месяцев работы будут закончены. А на данный момент еще ведем работы на таком направлении, как федеральная дорога Вятка. Там делается еще 20 километров. Контроль качества показал, гораздо выгоднее однажды потратиться на дорогую и качественную дорожную одежду, чем каждый год латать дешевое покрытие. Пусть даже за счет подрядчика. Ольга Коняева, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.